Стал для меня царь вас, будь прославленный, Боже наш, что для Тебя учинить смогу, как показать любовь мою, волю Твою завжди приймать, и сердце чистым заховать. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будут с усіми вами. И с Духом Твоим. Гэтую святую мшу ksiądz proboszcz ofiaruje za усіх померлих, виписаних у випомінках. Я гэтую святую мшу офярую за святой пам'яттю Петра у день поховання. Сьогодні у Євангелії ми почуємо про вдову, яка укинула у скарбонку усю свою майомість. Вельми часто подчас ахвярування на святую мшу ми співаємо: Тобі ахвярую, Пане мой, всю мою життям, і тепер я Твой назавсёды. Чи гэта сапраўды у маім жыцці так, што я ахвярую Пану Богу ўсё. І поэтому няхай, прынамсі, гэтая хвіліна, калі мы удзельнічаем у святой мшы, будзе свабодная аб думках пра нешта іншае, але няхай кожны з нас будзе сканцэнтраваны на Пану Богу, на Евхарыстыі. Перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы годна маглі скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Вспоминаюся Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Пану Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, А на земле упокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Тебя хвалы Твоей. Пане Боже, Боже небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління наше,
святіша рушайця, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амінь. Молимся. Всемогутный, милосердный Боже, ласкаво отдали от нас всякие перешкоды, так мы вольны отнять веки для души и тела, свободно Тебе служили. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и владарить у едности Духа Святого, Бог през все веки вечные. Вось жа іх, выходзьце, зрабіла ўдава са сваёй рукі прасна і прынесла ім. Чытанне першай кнігі валадарстваў. У тыя дні устаў прарок Ілля і пайшоў у Сарэпту. І калі падышоў да брамы горада, з'явілася перад ім удава, якая збірала дровы, і паклікаў яе, кажучы: «Прынясі мне трохі вады у зване напіцца». Калі яна пайшла прынесці вады, ён крыкнуў услед: «Вазьмі, прашу, для мяне і кавалак хлеба». Яна ж адказала: «На жыццё Пана, твайго Бога, не маю печыва, толькі жменю мукі ў кадушцы і трохі алею ў зване. Вось збяру некалькі кавалкаў дрэва і пайду згатую сабе і майму сыну, з'яму гэта і памром». Ілля сказаў ёй: «Не бойся, але ідзі і зрабі, як сказала. Толькі спачатку зрабі невялікі праснак для мяне і прынясі мне. Сабе ж і сыну зробіш потым. Бо так кажа Пан, Бог Ізраіля: кадушка мукі не скончыцца, і зван алею не апусцее аж да дня, калі Пан спашле дождж на зямлю». Яна пайшла і зрабіла, як сказаў Ілля. І штодня елі ён, яна і дом яе. І так было кожны дзень. Кадушка мукі не скончылася, і зван алею не апусцеў паводле абяцання, якое Пан даў праз Іллю. Гэта Слова Божае. Дзякуем Богу. Ой, душа моя Пана, ой, душа моя Пана. Бог навеки закроет верность, справедливо судит покрывданных, хлеб дае покорный, Пан вызволяет вязня. Ой, душа моя Пана, Он открывает очи слепых, Пан узнимает приниженных, Пан любит справедливых, Пан обороняет чужеземцев. Ой,
сиротою главу подтримливает, оща грешных спевает. Он володаресть навеки, Твой Бог в Сионе с поколения в поколение. Хвалит душа моя Пана. Читання послання до Гавриїла. Христос увійшов не у святилище, побудованное руками на узор правдивых, але у само небо, как теперь заступиться за нас перед обличием Бога. И неделя того, как шматозова приносит себе оферу, як что год увоходить перш свята у святої святих з чужою привірою. Бо йому треба було шмат разов терпеть от початку світу. Тепер же ён один раз на скончении веков з'явився для знішення греху своєю офярою. І як людям призначено раз по смерті, а після этого суд, так і Христос, раз оферувавши себе, как понести грехи многих, другий раз без греху з'явиться тим, кто шукає його деле збавлення. Это Слово Божие. Дякуємо Пану. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Счастливые убогие духа, бо их есть Царство Небесное. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с духом твоим. Читання Святого Євангелія по Марка. Хвала Тебе, Пане. У той час Єсус сказав народу навчаючи: «Остерагайтеся книжників, які люблять ходити у довгих шатрах і привітання на ринках, і перші лавки у синагогах, і перші місця на гостинах. Тыя, хто об'їдає доми удов і на показ довго молиться, отримають найтяжейший присуд. І севши насупроть скарбонки, ён назирав, як люди кидали гроші у скарбонку. Многие богатые кидали помногу, и пришла одна бедная удова и кинула 2 лепты, что складає чверть аса. Покликавши учнів своїх, Єсус сказав їм: «Сапраўды кажу вам, что гэтая бедная удова укинула больше за всіх, хто кидав у скарбонку, бо все кидали, маючи лишак, і яна, будучи у нестачі своєї, укинула усе, що мела, увесь пожиток свой». Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Сьогоднішнє Боже Слово нас накеровує на справу земних, до чого ми повинні бути прив'язані. Не ведаєте, що у Єрусалимі у тыя часи у Єрусалимській святині, до якої сходилося шмат народів, були скарбонки. І в кількості була гэта 13 штук. Скарбонка була незвичайна, бо скарбонка
мела рэзананс у сабе, была збудаваная на кшталт такой трубы. Калі хтосьці кідаў туды якую-небудзь манету, яна издавала адпаведны гук. І некаторыя нават прыходзілі, каб пачуць гэты гук, кідалі манеты. Гэтыя скарбонкі мелі заахвоціць людзей да складання ахвяры. Не ведаючы, вы звярнулі ўвагу, што калі ёсць Божа нараджэнне, часамі перад якімісьці яслямі ёсць анёлак пастаўлены, і кінеш там манетку, ківае галавой. Альбо ёсць анёлак, который там можна спяваць «Дева Грація», альбо калі гэта ён спольчы, то скажа «Бог заплат» за гэтую монетку. Ёсць рознае. Гэта ўсё адбываецца для таго, каб заахвоціць дзяцей для складання ахвяр. На гэтым церпяць найбольш бацькі. Памятаю, працаваў у Польшчы, як мы паставілі такую скарбонку, то бацькі часамі по 4 разы падчас імшы сягалі па сваё портмане. Гэтае дзіця хацела абавязкова прыйсці і кінуць гэтую монету гэтаму анёлку, які там штосьці заспяваў для яго. Мы пастанавілі, што гэты анёлак будзе на час імшы святой завіраць, а толькі яго составляць пасля святой імшы, каб дзеці не перашкаджалі ў малітве супольнай. Дык вось гэтым і ёсць. Гэтая ўдава, которая кінула сёння 2 лепта, як мы прачыталі, чвэрць асу, не кідала гэтых грошай, каб пачуць гэты прыгожы гук, гэтага прыгожага інструмента, якім з'яўляецца скарбонка. Не, яна кінула з любові. Яна мела інтэнцыю, каб аддацца, альбо даверыцца цалкам Пану Богу. І сапраўды так ёсць. Пэўная дзяўчынка атрымала ад мамы 2 манеты і сказала так: гэтую манету, як будзеш у касціле, так кінеш на ахвяру, а другую монету трымай, як будзеш вяртацца з касцёла, так купіш сабе мороженое. Ну и, конечно, эта дзяўчынка ішла, довольная такая, и припадкова монеты вывалились з кармана. И одна монета упала в канализационный люк, докладно у линёўку. Ну и дзяўчынка подняла эту монету, одну, что осталась, почесала голову и сказала: ну добра, ахвяра Пана Бога упала уже ему, а оставит себе мороженое. Браты і сёстры, што мы кідаем, альбо з чым, з якой інтэнцыяй мы прыходзім да Пана Бога, чаго мы чакаем? Чи мы сапраўды хочам адчыніць сваё сэрца? Бо чым ёсць сапраўдная ахвяра, якую мы складаем кожную святую імшу, асабліва кожную нядзелю падчас, калі альбо міністрант, або адзін з нас ходзіць і збірае ахвяру. Гэта не з'яўляецца толькі падтрымкай касцёла матэрыяльна, каб касцёл содержать, как можно мы нашим выпадком, как мы будовали. Ахвяра является вымянным даром Пана Бога, вымянным даром ласки Пана Бога. Кидаючи за каждым разом, чи 1 рубль, чи некалькі копеек, чи якую-нибудь суму на ахвяру подчас кожної святої мши, як так звану тацу, ви маєте право і повинні подумати, в якій інтенції складається ця ахвяра. Гэта ахвяра принесе і пожиток костюм, і принесе так само духовный пожиток вам. А не принесе таки у тым выпадку, браты і сёстры, калі вы гэта чыніце з любові. Бо часамі нас хтосьці прывучыў, можа, бацькі, а трэба зложыць ахвяру, кідаю ахвяру просто. Не хочется, але гэта ходзіць, трэба ксяндзу бросаць ахвяру на касцёл. І хтосьці такой срэдняй мыслью такой кідае ахвяру. Гэта ахвяра тады не принесе ні пожитку, ні касцёлу, а не вам, духовных. Але калі вы падумаеце ў мыслі, эту ахвяру складаем абвінатамі для кагосьці, альбо патрэбных ласках там для кагосьці, і за каждым разом кідаючы гэтую монету на ахвяру, якая б там не была, Пан Бог мае скарбец, ваш скарбец, і он там дзесьці ў небе, і вы кідаеце гэтую монету, і Пан Бог адкладвае ласкі, калі вы гэта чыніце з любов'ю, не з ненавісцю, але з любов'ю. І гэтыя ласкі, калі вам трэба будзе, Бог адчыніць гэту скарбонку і даць вам. Не даць вам столькі, сколько вам патрэба. Написано в Святом Писании: высыпле вам столько, что вы их не несете. Вы-нибудь вам потребное может преодолеть какие-то тяжкости в этом жизни, а на то будет потребное у дорозе до святости, якую всем разом с целой супольностью имкнемся. Так вот, не ведаете, история сапраўдная. У Америке злодеи обокрали один банк. Там вельмі часто можно глядеть у телебачення, у кіні, фільми якісь показують про гэта. Але гэта злодзейство было невыяковае.
Яно нават мае свою назву. Я, конечно, ператлумачу з польскага языка. Беда богатого человека. Богатство, прикладно так можна сказати. Чому на чому воно відбувалося? Украли вони $3,5 мільйони. Але украли гэта не звичайної валюти, украли у монетах. Вага гэтага рабунку вынесла 17 тонн. Выражается, подъехали великой машиной, великим автомобилем. И туда это все, им это удалось. Это заправды сенсация была. Украсть берем, или маленькие монетки, это великая сенсация. Проблема этих людей была только учиться другим, что это гроши тяжко было отмыть. Никто не хотел взять дорогую денег. Пришли бы украл что-нибудь купить, высыпали там $100 по монетах, сказали бы, ты это давай, сам бы видел, что украл. Бо их вельми моцно шукали. Невідомо, що за тими грошами по сьогоднішній день. Гэты люди не уявіліся, што украли гроші. Бо вядома, не хацелі ісці здесь. Але яны іх таксама не скарысталі. Мы сёння, браты і сёстры, прыходзім, нам Бог дае ласкі, нам не трэба іх красці. Мы з іх можам скарыстацца. Але мы можам таксама у Пана Бога украсці гэтыя ласкі. Можам гэтыя ласкі украсці у другога чалавека. Можам камусьці перашкодзіць у дарозе да святасці. І мы з гэтых ласк не скарыстаем, а таксама не карыстае хтось другі. В одной из парафий у Польшчы даўным-даўно, таксама гісторыя сапраўдная, калі прыязджаў біскуп, каб моладзь пабежмаваць, каб моладзь зрабіць канфірмацыю, прыняць сакрамент бежмавання, то каждый из молодых людей, гэтых дзяцей, біскупа сустракаў з кветкамі. І была одна сям'я, которая была вельмі нішчая, не мела нічого. Калі дочка пришла и сказала, мама, что треба кветки для біскупа, она сказала, гляди, я не маю за что есть купить, какие кветки я могу купить. Ну и дочка так вельмі моцно хотела сложить этот подарок, что села на ровер, выехала поза город, назбирала польных кветок и вернулась. И когда пришла на эту урочистость конфирмации, бежмавания, убачила, что все дети стоят с пригожими букетами. Хтось з вельмі пригожим букетом рожу, хтось з вельмі пригожим букетом гвоздик, бо это вельмі популярные. И она засоромилась своих кветок и стала здесь сзади за этими своими сябрами, с этими душами на сакрамент конфирмации. И когда проходил біскуп, и он зауважил ее, а это был король Войдыла, сегодня уже святый Ян Павел II, и он зауважил, но вот так хутка прошел, что зауважил, отвернулся и вернулся до ее, убачил гэты букет у ее руках и запытал, чи може она отдать ему его подарунок. И далее задал наступное питание, чи могу я гэты букет засушить, бо такого букета пригожего я еще ни от кого не отрымал. Браты и сестры, и гэты человек, сегодня старший возраст, а говорит, я это памятаю до конца, буду памятать до конца своего життя, что за мной здарилось. Браты и сестры, не ходить, якую ахвяру господарю, але ходить, якую маем інтенцію в дочиненні до гэтай ахвяры. Бо калі гэта я чыню з любові до близкого человека, з любові до Пана Бога, з любові до самого себе, то гэтая ахвяра подобаецца Пану Богу больше, чем все спаления и ахвяры, як мы читаем в Святым Писании. Это не мой вымысел. Еще одна история, так само сапраўдная, зноў з Америки. Был там павін миллиардер, но там таких, я думаю, стал миллиардеры такие жить. Я это у нас тоже так само есть. Был павін миллиардер в Америке, а был знаны з того, что складал вельмі великие ахвяры на домы детскам, на якісь асяродкі детей, престарелых, даже давал на содержание там козырей розных, які там шукали притомники, как так само содержать их. И был признанный яко наиболее знанный, наиболее ахвярный, если радался миллиардер у свете, как ни одна ситуация, якая вырашилася у его житті, что дошли, что гэтыя грошы все он забывал не пустили природу, czyli крал. И гэтыя ахвяры, якія он сказал, это были мизерные речи, только прикрыть свои поступки, які він вчинив в отношении до сполучного сусвету, в яким він проживав. Так ось, брати і сестри,
сегодняшнем читании, в Святым Писании, Иисус Христос нас захвачивает, как мы складали ахвяру не только з материальную, бо это самое важное для Костела, а так само ахвяру в дочинении самого себя. Мужик может служить ахвяру в дочинении до жонки. Жонка может служить ахвяру в дочинении до мужика. Конечно, в певному часе, бо на початку лучше закрытие, мы кахаемся, мы любим один одного, проблем не будет. А потом, когда приходят проблемы, глядим, что, может, справді, мужик начал пить, и жонка страдает ахвяру, что будет открывать, что будет стараться до конца быть верно тому, что положила колись перед алтаром Пану Богу. Пану Богу. До речі, і всьому костюлу, бо так само належить до этого самого алтара. Тривать до конца, до апошних слів. Это и есть ахвяра. И тяжко, и не тяжко. Але як же приємне Пану Богу? Як же приємне Пану Богу? Бо кожна ахвяра має свій смак. Затем просим Пана Бога, как мы были соправды мудрыми людьми в дочинении и складании ахвяр. Не только материальных, а так само ахвяры самого себе в служении близкому человеку, в служении Пану Богу и на услужении самому себе. Веру в единого Бога Отца. Творителя неба и земли, всего вашего и не вашего, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светлого светла, Бога соправданного от Бога соправданного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрижованный так само за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, сядет право Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померных, и его молодавству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворца, яки Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном, належить поклонение и хвала, яки промовлял пророк. Веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов, и чекаю воскрешения помилуй и життя вечного в будущем свете. Аминь. Да нашего небесного Отца в распространении Своего милованного Сына вознесем наши супольные молитвы и просьбы. Молимся за Святый Костел, как Бог своей лаской умацовывал его верой, надеей и любовью. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за народы, які терпят голод и нестачу, как не переставали сподеваться на Божию милосердность и отримали потребную допомогу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за пожилых людей, как своими молитвами и ахвярами вы просили потребные ласки для нашей молоди. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за коллегов и инвалидов, как вера в мертвых повстания у перемененным и хвалебным телом могла им терпеливо снести свой крыш. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших близких померлых, особливо за выписанных в выпоминках, так само за померлого Петра, как добрый Бог, одарил их радостью життя вечного в супольности святых. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За нас, собранных коля алтаря Пана, как Божие Слово уносило в наше житие святое, помогало распознавать Божию волю. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Самогутный Боже, Твоей милосердности мы доверяем все наши просьбы и учини нас дольными принять и виконать свою волю. Праз Христа Пана нашего. Аминь. Пане мой, все мое житье, и Тебе дякую назавжди. Это мое сердце победи, Ты, любовь моя.
повсюди, перемагає серця по грязі. Ти любов моя, одиная. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу являву принял Бог Отец Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам і всьому костюлу святому. Пане наш Боже, глянь ласкаво на дары, які ми Тобі приносим, і допоможи нам побожно отзначать успомин муки Твоего Сына, как мы могли досягнуть полного удела у Его откуплении, праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан з вами, І з духом Твоїм. вгору серце, Узносим віта Пана. подякуем Пану Богу нашему. Бога это и справедливо. Соправды годно это и справедливо, слушно и сподобенно, как мы заусюды и усюды Тобі складали подяку. Пане святий Отче, усемогутне вечне Боже, праз Христа Пана нашего, и Он своим народжением с Девы Марии одарил человечество новым житьем, своею мукою знищив наши грехи. Повстанием з мертвых дал нам удел житті вечным, а взыходячи до Тебе, Отче, отчини нам брамы неба, тому с анёлами и святыми мы обвещаем Твою хвалу, разом с ними воскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышиях, благословенный Твой, кто приходит имя Пана, Хосанна на вышиях. Соправды Боже, Ты святый, и справедливо хвалит Тебе все Твое створение, во праз Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, единственной эмоцией Духа Святого, Ты все оживляешь и освещаешь, и неспытно собираешь народ свой, ка под усходу солнца и до заходу, складав имени Твоему чистую офяру, тому едности з усім костелом, у перший день тижня, коли Иисус Христос воскрес и спаслал на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцею Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на офяру, каб стали сеяны телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказав здійснять гэтую таємницю. Бо Ён у тую ноч, коли був видадзены, узяв хлеб і подяку Тобі складаючи, благословив, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Подобным чином по вечері узяв келих і подяку Тобі складаючи, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе,
бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта, дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и чекаем Твоего Христа в хвале. Пане, успоминаючи збавчу муку Твоего Сына, а так само Його цудовне воскресіння і умиловшестя, і чекаючи Його другого Христа, з подякою складаем Тебе гэтую живую и святую ахвяру. Узглянь, просим на дар Твоего Костела и прими Его як ахвяру, якой Ты пожадал быть умилостивленным. Дозволь, как мы, узмоцненное телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Ён сам учиніць нас вечным даром для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Твоімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Богородицей Марыяй, со святыми апостолами Твоими, славными мучениками Твоими, со святым Архангелом Михаилом, ангелами, святым Яном Павлом II, сестрой Фаустиной, благословленным Брониславом Маркевичем и усими святыми, про заступництво яких мы спадзяемся на Твою нястомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавы умацаваць у вере и любови Костел Твой, які вигримує на землі со слугой Твоим, папам нашим Франтишком, біскупом нашим Юзефом, с усіми біскупами, усім духовенством и усім народом Тобой откупленным. Будь милостивый до просьбов гэтай сям'і, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднать с собой всіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, померлого Петра и всех, кто власти Твоей пришел с этого свету, милостиво прими благодарство Твое, где и мы сподеемся быть, как разом с ними, за все ты радоваться Твоей хвале. Праз Христа Пана нашего, праз якого одорваешь свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Аминь. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди царство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам промахи наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво супокоить наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и закованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и приисте збавца нашего, Иисуса Христа. Вот Твое благодарство и мост и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидай вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкаво згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью,
які живеш і володариш на віки вічні. Амінь. Супокой Пана, який завсюди буде з вами. І з Духом Твоїм. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Боже, Який дариш на себе гріхи світу, змилуйся над нами, Баранку Божий, який дариш на себе гріхи світу, змилуйся над нами, Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленное, покликанное на вечернюю Его милость. Пане, я не рада, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Молимся. Добрый Отче, дякуем Тебе за то, что Ты умацовал нас святыми дарами. Покорно Тебе просим, нехай моc Святого Духа, якую Ты дал нам в Евхаристии,
Триває у нас і завсюди нас обновляє, през Христа Пана нашого. Objawy duszpasterskie 9 listopada w autorach święta Dawida poswięcenia Laterańskiej Bazyliki, 10 uspamień świętego Lwa Wielkiego Papy i Doktora, 11 uspamień świętego Marcina Turskiego, biskupa, 12 listopada u piatnicу święta świętego Józefata, biskupa i muczennika. Z 1 po 8 listopada u 19:00 odprawiaється święta msza za pamiętnych wypisanych u wypamiętkach, a tak samo u гэтыя dni można trzymać pełny odpust za pobożne nawiedwanie mogiłek i modlitwy za pamiętnych, a tak samo przyjąć świętej komunii. Odpust można kierować tylko za pamiętnych. Raz u wieś miesiąc listopad u 18:20 modlimy się na różańcy za duszy pamiętnych wypisanych u wypamiętkach. U następną niedzielę 14 listopada u naszej parafii, naszą parafię nawiedzie Radio Maryja. Będzie transmitować одну i mszu, ale tak samo kilka słów rozpowiedzie про siebie. Adoracja Pana Jezusa w Najświętejszym Sakramencie w intencji naszej rodziny będzie odbywać się następnym czynem w autorach, w sobotę i w niedzielę z 14 do 19 godzin, insze dni z 14 do 20:30. Dziękuję za ofiarowanie na budowę świątyni, za wspólną indywidualną modlitwę, za śpiew i oprawę liturgiczną i za przebieranie kaplicy, a tak samo tym, kto dyżurzył. Niektóre słów pro budowę. Budowa idzie, jak бачите, тепер це темно, ніхто не працює, сьогодні так само неділя, але тривають праці. Кошт некоторих працює зараз вам охочу, докладно матеріали на електрику, які ми вже закупили, винесли більше 28 тисяч білоруських рублів. Затим так само плануємо у цьому місяці закрити процентовку, яка виносить 25 тисяч рублів, не лічачи ще так само процентовку за електрику. I tak samo już jest plany na gaz, na kotłownię, tak żeby zmieścić sam projekt, czyli zrobić jego recytację, tak zwaną zrecytować. My zapłacimy больше 5000 рублей, ale tak samo jak postawić poniżający transformator давления газу, у нас высокое давление, które pomniejszyć, також такой прибамбас kosztuje 14 000 рублей. Представьте себе, ale my je nie będziemy kupować w całości, my je będziemy kupować у кавалках и складывать. Все у кавалках закупим, також я буду коштовать 8000 рублей, ну и вложить 2000 czyli w kieszeni, aż całe 4000 na drugie pracy. Дякую великі за ахвяри, які ви складаєте на будову. Буду час від часу огучувати всі ці інформації, як ви ведали, що ваші гроші, які ви складаєте на ахвяри, не пропадають, а вони йдуть на будову. І все, що ми маємо, все ми туди улажуємо. Z księdzem Aleksandrem. No to ksiądz Aleksandr troszkę kuszuje. Помолимся за tych, którzy na tym tygodniu świętują dni narodzenia, imieniny, jubileje, kto czekają na rodzin dzieci. Pomolимся za dobrodziejów kierodawców naszej parafii, tak samo mój dobrodziejów budownictwa Sanktuaria Bożej Miłosierności, za nas naruszajući Bożą pasówku, opiece Matki Bożej Różańcowej. Twojej obronie oddajemy się. Святая Богородица, в наших потребах не возвращай молитвам нашим, и от всякой злой природы выбавляй нас завсёды. Анна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Наконец я буду. Ведаете, чому пробуш наш худий? Бо їздить по світі і каже, як у нас древна. Ведаете, чому я такий? Щоб показати, як у нас добре. Видите, Боже, благослови. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Всемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Аминь. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Святая Кайно Михайло, бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток Слова Духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог,
а Ты, князь войска небесного, могутностью Божией, снегу пекла шатана и нищих злых духов, якие нас будут смеють по свете. Аминь. Помолимся за наших близких померлых, за померлых, выписанных у выпоминках, и за святую память Петра. Анел Панский звездовал Панне Марии, И зачала от Духа Святого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Восья слуга Панская, Нехай не станется по воле Твоего слова. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. А слово сталося телом. И поселилась между нами. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Молись за нас, Святая Богородица. Поставися мы Богими обетованием Христовым. Молимся. Просим Тебя, Пане, уди в наше сердце Твою ласку, как мы, познавши про Занюрское звествование, утеловление Христа Твоего Сына, разму по Его и крыш были доведены до хвалы воскрешения. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была справедливу, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Вечный отпочинок дай им, Пане. А світло вічне нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої. Дорогие братья и сестры у Христе, собираемся в этой каплице, как нашей молитвой, охапить так само померлых, где находятся здесь на могилках, у далеким неведомым месте. Усі вони чекають у воскрешення так само нашей молитвы. Припинок верши, молитва за святаров, молимся за померлых біскупов, пресвитеров, диаконов, за померлых консекрованных особов. Пане Езу, Ты на алтаре крыжа небесному Отцу принес самую досконалую офьяру, смилуйся над ними. Смилуйся над ними. Христе, наивысшейший вечный святар, Ты хотел, как мы складали Твою офьяру, покуль Ты вновь придешь в хвале, смилуйся над ними. Смилуйся над ними. Пане, Ты для нашего освящения и избавления дал нашим померлым братам удел Твоим святым святарстве, смилуйся над ними. Смилуйся над ними. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодземного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Пане, выслухай молитвы наши, А просьбы наши нехай до Тебе дойдут. Боже, Ты одарил наших братов бискупской и пресвитерской годностью и дал им делу святарстве апостолов. Учени просим, как они были научены, да их супольности на веки, брат Христа, Пана нашего. Аминь. Добрый Иисус, наш Пане, Дай им вечно спочивание. Добрый Иисус, наш Пане, Дай им вечно спочивание. Добрый Иисус, наш Пане, Дай им вечно спочивание. За померлых батьков и продков молимся за наших померлых батьков и продков. Пане Езу, и Ты народився з Панни Марії, как кожного человека дарить вечным життем, змилуйся над ними. Смилуйся над ними. Христе, який святився вільним життем в Назареті, змилуйся над ними. Смилуйся над ними. Пан, який обіцяв вічне пребування у небі всіх, хто Тобі належить, змилуйся над ними. Смилуйся над ними. Отче наш, который есть в небе, Святися имя Твое, приди владарство Твое,
будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Аминь. Пане, выслухай молитвы наши. А просьбы наши нехай до Тебе дойдут. Боже, а Ты загадал нам шановать батьку и мать, змилуйся над нашими померлыми батьками, пробачим грехи и дай нагороду за працу, а нам дозволь оглядать их в радости вечного святла, раз Христа Пана нашего. Аминь. Добрый Иисус, а наш Пане, Дай им вечное сочетание. Добрый Иисус, а наш Пане, дай им вечное сочетание. Добрый Иисус, а наш Пане, дай им вечное сочетание. За померлых родных и добродеев, молимся за померлых братов, сестер, детей, суженцев, родных, родных батьков, выхователей, добродеев. Пане Иисус, Ты дал нам родных и выхователей наших на небо, змилуйся над ними. Змилуйся над ними. Христе, Ты пришел Троица, как так само заступаться за померлых, змилуйся над ними. Змилуйся над ними. Пане, Ты щедро вознаграждаешь за всякое добро, зробленное іншим, змилуйся над ними. Змилуйся над ними. Отче наш, который есть в небе, Святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Пане, выслухай молитвы наши. А просьбы наши, яхай на Тебе дойдут. Боже, без конца добрый, в Твои руки отдаем наших померлых родных и добродеев. Сердечно просим, как Ты узнагородил их за учиненное нам добро и принял их у благословленную субольность святых, раз Христа Пана нашего. Аминь. Добрый Иисус, а наш Пане, Дай им вечное сочетание. Добрый Иисус, а наш Пане, Дай им вечное сочетание. Добрый Иисус, а наш Пане, Дай им вечное сочетание. за загинувших и ахвяраў войны. Молимся за всіх померлих, які поховані дзесьці ў свеце, асабліва за всіх загинувших и ахвяраў апошніх войнаў. Пане Єзу, Ти помер на крижі, как вернуть усім страчене життя, змилуйся над ними. Змилуйся над ними. Христе, Ти прийдеш судить и уздоравливать живых и померлых, змилуйся над ними. Змилуйся над ними. Пане, Ты подрихтовал для своих верных помешкания в небе, змилуйся над ними. Змилуйся над ними. Отче наш, который есть в небе, Святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Пане, выслухай молитвы наши. А просьбы наши нехай до Тебе дойдут. Боже, Ты учинил, что Твой Сын перемог смерти, взошел на небо. Дозволь всем нашим померлым удельничать в Его перевозе, как они могли вечно сузирать себе своего Створителя и Откупителя, раз Христа Пана нашего. Аминь. Добрый Иисус, а наш Пане, дай им вечное спочивание. Добрый Иисус, а наш Пане, дай
спочиванні. Добрий Єзу, а наш Пане, дай їм вічне спочивання. За усіх померлих. Молімся за усіх померлих, віру яких ведав тільки Бог, і об яких завсёды пам'ятає у молитві Маті Костьол. Пане Єзу, Ти просвєш на крижі знищив грехи всіх людей, змилуйся над ними. Змилуйся над ними. Христе, Ты про своему воскресении вернул человечеству страченное життя, змилуйся над ними. Змилуйся над ними. Пане, Ты про свой уход в хвалу открыл всем шлях до неба, змилуйся над ними. Змилуйся над ними. Отче наш, который есть у небе, Святися ім'я Твоє, прийди володарство Твоє, будь воля Твоя, як у небі, так і на землі. Хлеба нашого щоденного дай нам сьогодні, і відпусти нам провини наші, як і ми відпускаємо винуватим нашим, і не вводь нас у спокусу, але збав нас від злого. Пане, выслухай молитвы наши. А просьбы наши не пойдут Тебе дойдут. Всемогутный вечный Боже, Ты маешь владу над живыми и померлыми, и проявляешь милосердность для всех людей. Покорно просим Тебя, как Ты, за кого мы молимся, дякуючи Твоей добрыни, отрывали отпущения всех грехов, и одоранные радостью вечного життя, без конца прославляли Тебе, праз Христа, Пана нашего. Аминь. Добрый Єзу, а наш Пане, Дай им вечное спочивание. Добрый Єзу, а наш Пане, дай им вечное спочивание. Добрый Єзу, а наш Пане, дай им вечное спочивание. Witaj, Королева, Мати милосердности, життя, осолода и надея нашая, witaj. До Тебе звертаемся мы, вигнанники дети Евы, до Тебе вздыхаем, стогнучи и плачучи в этой слез долине. Ты зверни на нас, заступница наша, Твоей милосердные очи, и Иисуса благословленный плод улоня Твоего, з'яви нам після вигнання этого. О ласкавая, о літостивая, о солодкая Панна Мария. Молися за нас, Святая Богородица. Остались виновными обязанием Христовым. Молимся. Всемогутный вечный Боже, Ты принял до небесной хвалы тело и душу бездогадной Панны Марии, Мати Твоего Сына. Учени просим, как мы, неспытно звертаючися до небесных справ, заслужили себе удел ее хвале праз Христа Пана нашего. Аминь. Помолимся во всех интенциях Святого Отца, как отрывать отпусток и можем охеровать за одного из наших померлых, подумаем за кого. Богу Отцу нашему хвала Твое волю отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и от всякой злой приходы выбавляй нас завсюди. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, судяшальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас нарушай, Сыну Своему нас отдавай. Богу Отцу, нашему Створителю, Иисусу Христу, який есть нашим воскрешением, життем и спокоем, Духу Святому, який нас оживляє, прославление, хвала теперь и завсёды и на веки вечные. Аминь. Нехай веде вас дорогою славления, нехай вас благословить Бог Отец, Сын Божий и Дух Святый. Аминь. Идите в спокое Христа. Дякуємо, Пане.